Как вы думаете, почему российские бизнесмены мало интересуются бизнесом в Таджикистане? Нет, российские бизнесмены готовы идти, их пугает все-таки удаленность и не совсем сформулированные условия гарантии возврата своих средств. Как от правительства Таджикистана, так и от российского. У нас есть агентство, которое должно страховать инвестиции за рубеж. Это международная практика, но, к сожалению, в отношении Таджикистана агентство ведет себя достаточно сдержанно, или если предоставляет гарантии, то по очень высоким ставкам, и тогда это становится просто невыгодно. Но я думаю, это будет решаться в ближайшее время. А вот вы сейчас сказали про сельскохозяйственную продукцию тоже, и вот создание зеленого коридора. Да, насколько это возможно? Продукция из Таджикистана очень хорошая, она качественная, и мы готовы ее принимать, ее любят в России, но беда в том, что логистика, то есть доставка очень достаточно долгая, и, к сожалению, в Таджикистане производят продукцию, которую вот надо в течение 10 дней реализовать и съесть, проще говоря. Да? А в Европе сейчас принята другая технология, там продукт до реализации и потребления может спокойно лежать 20-25 дней. Таджикская продукция это 10-12 дней. Соответственно, а логистика не позволяет доставить до потребителя за 10-12 дней эту продукцию. То есть это примерно 12 дней получается, а то и 15. Соответственно, она уже не выдерживает. Поэтому здесь надо улучшать логистику, здесь надо улучшать систему поставки, то есть как упакована, как подготовлена эта продукция к поставке. И прорабатывать сорта и систему сбора этой продукции, чтобы увеличивать возможный срок реализации этой продукции. Это все решаемо. Вот если взять пример Турции, они в течение 5 лет эту систему отработали, и сейчас прекрасно могут поставлять в Россию, у них продукция прекрасно лежит 20-25 дней до конечного потребления.